Допинговая война дошла до призывов полной спортивной изоляции России. Сразу 19 национальных антидопинговых ассоциаций призвали не допустить страну до проведения любых международных соревнований, а российских спортсменов отстранить от участия в турнирах. Текст заявления Союза антидопинговых ассоциаций в своем твиттере привел журналист BBC Дэн Роан. Он на ваших экранах, этот текст. Со ссылкой на знаменитый доклад Ричарда Макларена в обращении говорится, цитата, «неопровержимых доказательствах системы сокрытия допинга в России». По этой причине, считает ассоциация, страну необходимо исключить из всех турниров, пока антидопинговая система не будет приведена в полное соответствие с Всемирным кодексом. Мы требуем отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Это наказание должно действовать до тех пор, пока в России не появится система по борьбе с допингом, которая бы соответствовала кодексу ВАДА. Среди стран, подписавших обращение, мировые спортивные лидеры, такие как Австрия, Бельгия, Германия, Голландия, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Польша, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Швейцария, Южноафриканская республика, Япония и другие. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью «Настоящему времени» назвала атаку на российских спортсменов политической, но призвала не повторять ошибки Советского Союза и не стремиться к спортивной изоляции. Это же не первый допинговый скандал, в принципе. Были в Америке, были в Австрии, были в Финляндии. Что, после этого изолировалась целая страна? Все виды спорта? Такого, в принципе, нет. Они говорили, что это не государственный подход, это вот в отдельной федерации было. Так у нас тоже в отдельной федерации легкой атлетики все началось. Поэтому вот эта политическая подоплека, конечно, к сожалению, существует. А если говорить про бойкоты и неприезд спортсменов, ну, вы знаете, мы это проходили, да, и немножко сейчас поменялись времена. И я думаю, что тот, кто пытается там эту историю раздуть, он понимает, что теперь у России не будет, как у Советского Союза, соратников. То есть, если раньше можно провести было альтернативные соревнования, можно было предполагать, что кто-то к нам еще приедет, не приедет никто. Вот в чем дело. И к этому ведется вся вот эта вот история, к сожалению. Все будут понимать, что да, там 30 лет назад она бы выглядела совсем по-другому. Сейчас хуже, чем времена холодной войны. Сейчас нам еще не приедет, нет соцлагеря, поэтому никто не приедет.